Масштабный ремонт ансамбля Дома культуры начат в июле 2020 года по поручению главы республики в рамках реализации программы мероприятий празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Подрядная организация «Евростроймонолит» уже произведены основные работы технического и косметического плана. От замены перекрытий до реставрации стен. Обновлена пожарно-охранная система и электрическая проводка. Освещение, звуковая аппаратура, переделывается сцена, установлены новые окна, дубовые двери. Также ведутся наружные работы по отделке фасада и благоустройству территории, включающими в себя парковую зону, места парковки и аллеи для прогулок посетителей досугового центра. Есть специальные материалы для народного Нет, у вас специалисты есть? Есть, конечно. Сколько человек у тебя работает? Сегодня 37. Вы все мелочи продумываете. У нас здесь 30-летие встречать здесь будут. У нас другого места нет, где гостей принять. Ежедневный контроль должен быть. Значит, смотрите, ландшафтного дизайнера берете. Надо, чтобы они вам нарисовали, какое дерево будет, какая трава будет, где будут цветы, какая будет скамейка, чтобы они людям были удобны. Все застроили, понимаете? Здесь должно быть, чтобы дети, женщины, мамы, сестры наши отдыхали. Сидят, выбираем забор. Вот, берем, и как будто он в парк ходит, компас. А ему надо сказать, вот прям дать ему эскиз и сказать, сделай вот так. Чтобы он вписался. Чтобы он вписался, значит, в структуру крыши, там все, чем нужен, поможем, там, может быть, с проектом помогите ему. Да? Мы эскиз сделали. Вот, и ему подайте, чтобы у него и там вход был, и так сделайте это. Деревья только не губите. Да, сухостой обрезайте, он вырастет. Здание Дома культуры является одним из самых старых. Оно построено в 1949 году. Контент учреждения после завершения реконструкции также будет значительно изменен и расширен. Актовый зал с новым оснащением позволит проводить камерные и эстрадные концерты и принимать гастролирующие театральные труппы из регионов. Выставочный павильон позволит проводить временные экспозиции, а в центральном холле дворца, украшенном колоннами, будет размещаться постоянная выставка, представляющая посетителям полную картину исторического, природного и культурного наследия Ингушетии. Коридоры при этом отводятся под портретные изображения выдающихся личностей, представителей военной, включая георгиевских кавалеров Российской императорской армии, творческой, интеллектуальной элиты. Конечно. А сейчас будет правильная, да? Сейчас правильно. Вот она должна быть так, да? Мы немножко геометрию подниматься все с двух сторон. Да. Видите, вот эти деревянные фермы. Мощные, да? Очень мощные, очень прочные. Вот такие же фермы у нас идут. Вот этот потолок, видите, к концу видно немножко. Что потолок. И выход есть, видишь? Великолепно. Вы доглаж хамдали, вы хадид езер. Вот, ежедневно надо контроль. Приходить, говорить, Ердиес, Хамиш, давайте меня тревожьте, потому что без этого не получится. Очень большой объем работы. Понимаешь? Очень большой. Но его надо прям делать. Значит, при необходимости, значит, надо в 2 смены сюда, пусть работает. По предварительной информации, главное торжество в рамках 30-летия образования республики пройдет 5 июня на центральном стадионе в Сунже. В настоящее время Минкультуры Ингушетии занимается разработкой концепции мероприятия. Махмуд Али Калиматов дал поручение учесть пропускные способности стадиона, увеличить максимально места для зрителей с соблюдением всех мер безопасности. Хадид Абриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиф, Рахман Цуров, Новости 24.